Уже в феврале этого года в квитанциях об оплате жителей появится новая строчка «Вывоз мусора». С 1 января это стало обязательным условием коммунального обслуживания по всей стране. Избавиться от контейнеров и перейти на единого оператора. Идея, казалось бы, благая. Вот только система сбора и утилизации ТКО оставляет желать лучшего. Свалки на контейнерных площадках и во дворах образуются буквально в каждом населенном пункте республики. Исключением не стал и второй микрорайон Малгобеки. Мусорная свалка. Здесь свалки такой, как таковой, не было. И то иногда нет, люди возмущались, когда машина поломается или еще что-то. Но сейчас вообще беспредел здесь. Вообще. В городе с ребенком выйти играть невозможно во дворе, у себя во дворе. Страшный мусор. Люди, частники возят, закидывают. Ну это уже совсем беспредел. У людей уже сил нету. И каждый спрашивает друг друга, когда нам мусор заберут, когда нам мусор заберут. Ну что это такое, в конце концов? Эта проблема с каждым брошенным пакетом приобретает большие масштабы. Жители жалуются. Договор с экосистемой как единым региональным оператором по обращению с коммунальными отходами заключили еще в сентябре прошлого года. Но ситуация не то чтобы не разрешилась, а наоборот усугубляется. Связано это с тем, что управляющая компания не справляется с поставленными перед ними задачами. Мусор лежит, как будто так и должно быть. И всегда вот там доходишь, уже вообще да я еду яшки ханя еду там моди это маша хедда метими университете хада тикос сана авот телш уخش امریکا جریک مخم بیارنگی صدق مدید خیالیش جریک сон пекаш декин масна ажмудуди. Экосистема, как единый региональный оператор по обращению с отходами, начал свою работу еще полгода назад. Однако из-за нехватки техники и рабочих рук в компании сбор и транспортировка мусора ведется не так часто, как того предполагает договор. Чистое удовольствие, к слову, стоит 450 рублей. Плату изначально решили брать не с квадратного метра, а в зависимости от числа прописанных в квартире жильцов – 70 рублей с человека. Но даже с такими расценками жители согласны, мусор лишь бы убирался вовремя. Такая картина наблюдается не только во втором микрорайоне, по всему городу. Мусора хоть тележками увози. Некоторые жители оставляют пакеты возле домов, но чаще всего он складируется в местах общего пользования, что совсем не придает эстетического вида. Поручением правительства обязали муниципальное образование привести площадки ГОСТы. То есть, что такое ГОСТы, чтобы люди понимали. То есть, если сейчас здесь стоит 2 бака, ну, нам нужно добавить там 1 бак. Если баки стоят там на зеленой части территории, на зоне, да, на газоне, точнее, конкретно говоря, то это поставить там, сделать бетонную площадку. То есть, за нами стоит этот вопрос. Этот вопрос будет в феврале уже решен, то есть, по плану. Дальше основная проблема сегодня не газоны и не площадки. Основная сегодня проблема – это регулярный вывоз мусора, который сегодня экосистема не справляется. Так из-за чего не соблюдаются санитарные нормы? Вопрос, который стоит острее всего. Как объясняют в контролирующей компании, по техническим причинам им пока не удается наладить процесс сбора и транспортировки мусора. Сейчас оператор работает по принципу 2 на 2, то есть 2 машины заняты уборкой мусора в частном секторе, а 2 остальные обслуживают юридические лица и непосредственно многоквартирные дома. Но, как мы видим, их явно не хватает. Дело в том, что ее в наличии не бывает. Ее делают специально под заказ заказчика. То есть мы уже заказали 7 единиц техники новых. Это на базе Газон Next. С боковой загрузкой, с задней загрузкой, где они смогут работать и на контейнерных площадках, и в частном секторе. Чтобы подготовить эту технику, требуется 3 месяца. И вот уже месяц прошел, второй месяц тоже практически вот этот январь прошел. И уже в конце февраля эту технику мы должны забрать. Вывозит малгобекский мусор, кстати, не Нефтеровская, где находится единственный официальный полигон республики, а здесь же на окраину. Этот карьер, внешний вид которого желает оставлять лучшего, отведен на строительство мусороперерабатывающего завода. А здесь в Малгобекском районе проблема оказалась в подборе места для строительства полигона и мусоросортировочного комплекса во всем районе и городе. Подходящего места для этого строительства не было. А Сунжу возить с другого конца республики, это представляет определенные сложности. В ближайшее время вот те несанкционированные свалки, которые
там были выявлены в процессе надзора, их дан срок, чтобы ликвидировали. И уже здесь уже будет обустроено место для района и города, весь образующиеся твердые коммунальные отходы, чтобы свозились уже сюда. Выставлять мусор в отведенных для этого контейнерах, для того, чтобы его забирали специальные службы. Это и есть цивилизованное обращение с твердыми и бытовыми отходами. И, как обещают Минприроды и местные власти, это станет приоритетной задачей на ближайшее время. Жаредат Хулухоева, Мербек Мержоев, Новости 24.